Я продолжаю писать карту дня на 2 июня. Это вторая часть. Здесь я смотрю следующие 6 знаков зодиака. От весов до рыбок. Если вам нужны первые 6 знаков, это Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, вам нужна первая часть этого видео. Ссылочка на нее есть под этим видео в описании. Или еще как вариант вы можете оставить запрос в комментариях. Тогда я вам оставлю в комментарии ссылку. Так, хорошо, смотрим дальше. Весы, 2 июня, четверг. События дня. Весы. Обман, первое, что я вижу у вас. Маска. Тайная встреча. Интимная связь нельзя было уже. Тайная встреча. И еще вот есть госучреждение. Посещение госучреждения. Слезы. Получение какой-то новости. Смотрите, возможно, вот эта информация будет обманом. Видите, обман рядышком выпадает. Очень часто молния показывает, когда нам информация приходит через смс-ку, например, через письмо в электронной почте. Поэтому будьте осторожны. Дорога может быть, поездка. Кстати, рядом казенный дом может показывать, что это, например, аэропорт, ЖД вокзал, да, там автостанция. То есть это тоже госучреждение, да, скажем так. Событие какое-то может быть еще в этот день. Может быть, вы едете на это событие. Корона. Корона – это встреча с представителем закона власти. Да, то есть этот человек, например, может находиться в казенном доме. Это человек, который может, например, проверять у вас билеты, документы. Тоже вот как вариант. Хорошие новости. Отличное настроение. Может быть, кстати, слезы радости быть. Даже так может быть. События в месяце. Угу. У вас очень много событий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11 событий. Ужас, сколько много. Я просто называю вам по очереди. Да, то есть, а вы для себя уже, может быть, как-то там сможете их скооперировать, да. Значит, смотрите, что выпадает. Выпадает радость и слезы. Я думаю, что это слезы радости. Выпадает обман, поступление информации, либо какой-то новости через телефон, интернет, посещение госучреждения, тайная встреча, поездка, радостные новости, события. События, которые повторяются с вами каждый месяц, также будет, да, какое-то действие. И общение с представителем закона власти. Так что вот столько много у вас тут будет дел в четверг. Благодарю за внимание, весы. Перехожу к скорпионам. Смотрим, скорпиончики. Скорпионы, 2 июня, четверг, события дня.
Победа. Победа, выигрыш. Решится какой-то вопрос. Тайная встреча, может быть, тайное свидание. Горизонтали нет. Вертикали. Тоже не вижу вертикали, совпадений. 3 события всего получается. Первое событие — это победа. 3, зато хороший, да, то есть какая-то победа, выигрыш, решение вопросов в этот день. И может быть еще тайная встреча с кем-то. Вот такие события, скорпиончики. Благодарю за внимание. Перехожу к стрельцам. Стрельцы. 2 июня, четверг. События дня. Застолье сразу же первое событие. Болезнь. Это может быть не очень хорошее самочувствие. Может быть, как вариант после застолья. Выбор. Или будет. Подсвечник — это надежда. Победа, выигрыш. Успех нельзя. Прибыль нельзя. Хорошие новости. Замочек. Замочек показывает, открывается какая-то тайна, какой-то секрет может открыться. И здесь нет информации. Возможно, вот эта информация, да, которая откроется, тайная, она вас очень обрадует, да, то есть показывает отличные новости. Значит, смотрите, получается, будет застолье, будет показывать тема здоровья, актуальна для вас в этот день, да, например, посещение медучреждения, когда вы занимаетесь своим здоровьем, вас что-то беспокоит по здоровью. В общем, тема здоровья, надежда, оптимизм, надежда, да, на победу, выбор, откроется какая-то информация, и вы получите отличные новости в этот день. Вот такой у вас получается очень даже замечательный день. Но вот если только вопрос здоровья тут непонятно как проиграется. А все остальные события, в принципе, хорошие.
Благодарю за внимание. Перехожу дальше к козерогам. Второе июня. Козероги, четверг, события дня. Ожидание, кораблик. Якорь. Подтверждает кораблик. Якорь — это всегда зависание где-то в одном месте, да, когда мы вынуждены сидеть, да, допустим, вот сидеть и ждать долго, да, вот на одном месте. Выбор. Успех. Свидание. Может быть, на свидании много времени проведете. Якорь показывает. Обман. Обман, кстати, может быть при каком-то выборе. Когда вы что-то будете выбирать, в этот момент вас могут обмануть. Поэтому обратите на это внимание. Тайная встреча. Тайное свидание, свидание. Исполнение желания. Встреча с представителем закона власти. И деловая встреча. Ну вот, возможно, это будет с ним встреча. Ну, с ним или с ней. Какой-то очень важный, влиятельный человек. И, может быть, на этой встрече, да, исполнится ваше желание. Может быть, вы что-то для себя хотели получить от этой встречи. Подарок нельзя. Хорошие новости. Змею тоже нельзя, потому что уже зафиксировано. Так, цыпленка нельзя. И здесь нет. Очень много событий. Прям очень много называю. Значит, вам их по очереди. Первое. Вы столкнетесь с ожиданием в этот день. Вы столкнетесь с выбором. У вас будет успех. Будет свидание. Тайное свидание. Возможно, даже, да, то есть какое-то тайное. Будет якорь. Это фиксация. Да, вот где-то вы проводите много времени. Скорее всего, что это будет на свидании. Может быть обман. Также придут хорошие новости. Вы встретитесь с каким-то представителем закона власти, с каким-то очень важным человеком. Будет деловая встреча. И исполнится ваше желание также в этот день. В общем, вот столько много интересных событий. Единственное предостережение здесь, да, это обман. Быть осторожным, да, вот с обманом. Ну и выбор. Тут, скорее всего, обман, выбор. Как-то это будет взаимосвязано. Благодарю за внимание, козероги. Перехожу к водолеям. Так, водолеи. Смотрим. Второе июня. Четверг. События дня для водолеев.
Посещение госучреждения. Казенный дом. Возможно, вы пойдете туда за каким-то документом. Конверт показывает получение документа, справки, бумаги, посылки. То есть мы что-то получаем для себя. Ножницы нельзя. Змея. Не очень приятный человек. Встретится вам, возможно, в казенном доме, да, какая-то змея. Вот, да, такой человек острый на язык. Слезы. Может даже вот вас довести до слез вас своим ядовитым языком. Верность показывает гармоничные отношения для тех, у кого есть пара, кто в паре уже находится. Нет, смотрите, это могут быть слезы радости, да, то есть это не обязательно слезы, да, от этой змеи. Исполнение желания, вот. Исполнение желания, от этого прям вот будет радостно вам до слез. Нерешенный вопрос. Есть какой-то еще нерешенный вопрос в этот день. Угу. Нет, печаль нельзя. У меня здесь зафиксирована змеей, потом я ее переворачивать не могу. Хорошо. Смотрите, получается, значит, точно будет посещение госучреждения, и вы что-то там будете получать в этом госучреждении. Затем идет общение со змеей. Идет гармоничные отношения, будут в паре в этот день. Исполнится желание, и вы будете очень довольны. И еще может быть какой-то нерешенный вопрос в этот день тоже. Так что, Водолеи, вот такой вот замечательный день. Да, то есть тут, единственный минус здесь это нерешенное дело, да, которое, возможно, просто не получится именно в этот день решить. И змея это тоже такое, да. Можно не обращать внимания просто и все на этих змей. Благодарю за внимание. Переходим дальше к рыбкам. Так, рыбки. 2 июня, четверг. События дня. Рыбки. Покажите мне. Что будет у рыбок? Конфликт у вас может быть очень серьезный. Первым событием выпадает деловая встреча. Может быть даже вот на встрече конфликт. Так, бабочку нельзя. Да, смотрите, еще и ссора выпадает. То есть ссора, да, ссора на встрече может перерасти в конфликт. Поэтому вам надо как-то вот контролировать. Ага. И это вас очень сильно расстроит. Глубокая печаль – это очень сильные переживания. Поэтому, чтобы не переживать, уходите от этого конфликта, уходите от ссоры. Исполнение желания, хоть что-то хорошее. Поездка еще может быть.
Может быть, какая-то поездка, о которой вы мечтали, да, будет. Корону нельзя. Здесь нет. Значит, получается, у вас будет встреча, связанная с работой или с делами. На этой встрече может зародиться какой-то конфликт, да, то есть зарождение, скорее всего, ну, хотя это, конечно, может быть отдельно, встреча отдельно, а это вот другое событие будет. Вот эти три, это точно еще одно событие, как вариант. Ну, у кого-то, смотрите, у кого-то может быть и на встрече, да, то есть начинается все с небольшой ссоры, все это перерастает, да, чуть ли не в войну и заканчивается тем, что вы очень сильно разочарованы, расстроены и опечалены. Поэтому вот этого, в принципе, можно избежать, да, когда вы к этому уже теперь готовы, вы знаете, поэтому вы можете просто не ввязываться в это, да, в этот конфликт, в эту перепалку словесную, да, прекратить и избежать этой ситуации. Дальше будет дорога и будет исполнение желания. Так что, видите, рыбки, у вас тут, в принципе, три события хорошие, а этого можно избежать при желании. Так что желаю вам ни с кем не поругаться в четверг. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.